В начале Нового года по традиции глава Чувашской республики выступил с посланием к Государственному совету республики. В нем руководитель региона Олег Николаев подвел итоги прошедшего года и определил основные стратегические задачи в различных сферах жизнедеятельности. В начале своего выступления глава Чувашии затронул тему борьбы с коронавирусом и выразил слова благодарности в адрес медиков. Более 17 тысяч пациентов, поступивших в больницы с COVID-19, были спасены врачами. Наша система здравоохранения ответила на вызов пандемии достойно. Но пандемия остро обозначила и существующие проблемы. Например, нехватку современного инфекционного стационара столицы Чувашии. Ветхость разгрузанных строений и сооружений республиканской клинической больницы, возведенных в эксплуатацию в период с 60-х по 80-е годы прошлого века. Как следствие, невозможность обеспечить современные стандарты медицинской помощи. Но самое главное, оперативно реагировать на изменяющиеся вызовы. Да, благодаря национальному проекту здравоохранения мы строим и ремонтируем объекты здравоохранения. Так, в 2020 году введен в эксплуатацию новый инфекционный стационар городской детской больницы Нью-Йорка. Обновлено 10 поликлиник. Созданы 2 вертолетные площадки в Чебоксарах и Варавском районе. Вот последнее, это, конечно, настоящий прорыв, потому что мы можем теперь очень быстро доставлять больных из надводных районов в высокотехнологичные медицинские центры. Президент Владимир Владимирович Путин поддержал наше стремление построить новый многофункциональный комплекс республиканской клинической больницы с инфекционного блока. Задача Кабинета министров в кратчайшие сроки выполнить весь перечень необходимых согласований и подготовительных мероприятий и приступить к строительству этого важнейшего объекта не позднее конца 2021 начала 2022 года. Олег Николаев также анонсировал ежегодную индексацию всех действующих мер поддержки, а также действующую практику работы по соцконтрактам. В отрасли образования в текущем году поставлена задача обеспечить начало строительства 5 новых школ, 3 из них в городе Чебоксары, а также в поселке Кугейси и Новочебоксарске. Кроме того, Олег Николаев поручил Министерству образования разработать новый современный учебник по чувашскому языку и литературе, который должен поступить во все школы и библиотеки республики к 2021-2022 учебному году. Правительство республики нацелено на создание благоприятных условий для развития предпринимательской инициативы, создание сильной конкурентной экономики. В рамках реализации индивидуальной программы развития в Чувашии планируется создать 3 государственных и 5 технопарков на основе государственно-частного партнерства. Создание зон с особыми условиями экономической деятельности – одно из действенных направлений. Это у нас есть положительная наработанная практика. Так, на территории прилежащего социально-экономического развития Канаш сейчас 3 резидента. Создано более 120 новых рабочих мест. На территории индустриальных парков, в первую очередь, города Чебоксары, работают 5 предприятий. В этом году там откроется еще 2 производства. Очевидно, что потенциал преференциальных зон намного больше. Поручение Минэкономики Чувашии до конца первого полугодия подготовить заявку на расширение перечня разрешенных видов деятельности на территории ТСР Канаш. Ожидаемый эффект от этого решения – это привлечение 14 новых резидентов, инвестиции в размере более 7 миллиардов рублей и более 1500 новых рабочих мест. Уважаемые коллеги, в рамках реализации индивидуальной программы развития планируется создать 3 государственных и 5 на основе государственно-частного партнерства технопарка. Но в планах было и создание еще одного кластера в городе Новочебоксарске. Вроде бы достигли максимальной согласованности действий с коллегами из федерального правительства. Но в силу уже принятых решений на мораторий создания новых ТСР Российской Федерации нам на сегодняшний день предложено создать на территории города Новочебоксарска особую экономическую зону, которая также относится к преференциальным зонам. Поручаю Министерству экономического развития Чувашской Республики в кратчайшие сроки подготовить и внести на рассмотрение правительства Российской Федерации пакет необходимых документов. И нам надо в кратчайшие сроки решить, либо мы все-таки добиваемся создания посильного города Новочебоксарска, либо идем по пути создания там особой экономической зоны.
ежегодно наращивает объемы производства агропромышленный комплекс республики. Одним из векторов дальнейшего развития Олег Николаев назвал наращивание объемов глубокой переработки. Он предложил делать ставку на уникальные виды продукции, например, хмель, и укрепить пошатнувшиеся позиции республики как картофелеводческого региона. В области экспорта ориентированной продукции и его продвижение на зарубежный рынок – один из приоритетов нашей ежедневной работы. Востребованность продукции на внешних рынках говорит, конечно же, о его конкурентных преимуществах. В частности, радует тот факт, что растет экспорт продукции сельского хозяйства. На треть предыдущему году это было в этом году зафиксировано. Сейчас это 36 миллионов долларов эквиваленте, география 37 стран мира. Агропромышленный комплекс республики ежегодно наращивает объемы производства, опережая среднюю динамику по стране и Приволжскому федеральному округу. В прошлом году рост объемов производства сельского хозяйства составил 105%. Наша задача – повысить эффективность каждого гектара, обеспечить получение всеми высоких урожаев и прибыли. Олег Николаев говорил также о кадровой политике, развитии массового и профессионального спорта, культуры, цифровизации, дорожного и жилищного строительства, туризма, системы общественного контроля. Была затронута тема и рекультивации свалок. Одно из приоритетных направлений на текущий год в области экологии – завершение работы над территориальной схемой обращения с отходами. Скорее всего, это корректировка, а не завершение, потому что, очевидно, на сегодняшний день действует. Ее необходимо проработать с учетом обновленной логистики мусороперевозок, требований природоохранного законодательства, переполненности действующих свалок. В прошлом году мы завершили работу по рекультивации свалок твердых бытовых коммунальных отходов в селах Ярчики и Аликово. Задача в текущем году рекультивировать свалки твердых коммунальных отходов в городе Канаше, закрыть свалки Цивильского и Красноармейского районов. Ну и, соответственно, необходимо разработать проектно-сметную документацию для последующей их рекультивации. При этом, коллеги, прежде всего обращаюсь к главам администрации и Министерству природных ресурсов, нельзя допускать возникновение новых несанкционированных свалок. Для этой цели важно Министерство природных ресурсов и лесного хозяйства взаимодействовать не только с органами муниципальной власти, но и с общественными объединениями и отдельными активистами в области экологии. Приоритетной задачей является активная работа по обеспечению раздельного сбора мусора и увеличению доли переработки твердых коммунальных отходов, организации замкнутого цикла переработки и утилизации отходов. В финале своего выступления глава республики напомнил, что 2021 год в республике объявлен годом, посвященным трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Олег Николаев также сообщил, что в этом году правительство Чувашии планирует реализовать механизм компенсации оплаты жилищно-коммунальных услуг для жителей, имеющих статус детей войны. Стоит отметить, что в торжественной церемонии оглашения послания Государственному совету республики приняло участие порядка 400 гостей. Мероприятие освещали более 55 журналистов федеральных и региональных СМИ. В завершении мероприятия участники поделились своими впечатлениями в традиционном пресс-подходе. На самом деле документ очень рабочий, то есть это не пафос, а именно план, то, что необходимо делать в течение предстоящего года. Работа большая, но я бы сюда еще добавил те проекты, которые предприятия сами подготовили, и здесь необходимо тоже объединять усилия. Ну, например, СПИК по строительству тракторов малой и средней мощности на тракторном заводе. В ближайшее время будет конкурс. И здесь очень важен административный ресурс, и глава, чтобы подключался, и депутаты Госдумы. И вот после того, как федерация решит о том, что в Чебоксарах должны такие трактора строиться, опять же надо подключаться, приделывать ноги для того, чтобы этот проект начал быстрее реализовываться. И это касается практически любого предприятия, потому что у нас сотни проектов на разных предприятиях, и они требуют не только деятельности, активности руководителей предприятия, но и активной работы со стороны чиновников, и чувашских, и депутатов, и Госсовета, и муниципальных, и депутатов Государственной Думы, поскольку многие эти проекты требуют федеральной поддержки. У нас две государственные программы
развитие сельского хозяйства и развитие сельских территорий. И в послании глава поставил четкие, конкретные, такие программные задачи. Для нас эти задачи являются приоритетными в решении. И, конечно, мы в ближайшее время будем реализовывать. Появляется очень много новых форм поддержки. В первую очередь, поддержка малых форм хозяйствования. Надо вначале сказать, что все действующие формы поддержки, направления, они остаются. Их более 50, появляются новые. И такие направления, как агропрогресс для поддержки малых предприятий. С этого года мы начинаем поддерживать кооперативы. И задача в этом году только создать около 10 сыроварен. Также будем поддерживать с этого года ягодоводство. Это чисто региональная программа и основанная на наших взаимоотношениях с Россельхозбанком, и в рамках школы фермера мы будем реализовывать этот проект. Кроме этого, с этого года будем поддерживать переработчиков мяса, переработчиков молока, переработчиков овощей и картофеля. И у них будет возможность получить до 30% возмещения затрат на покупку оборудования. Глава поставил акценты именно на тех направлениях, которым мы должны заниматься более усердно. Безусловно, для нас это послание будет некая дорожная карта предстоящего года. Основные направления, на которые он сакцентировал, что у нас отразил, безусловно, это увеличение инвестиций в экономику, это поддержка и восстановление темпов экономики, прежде всего малого и среднего предпринимательства, чья доля и в налоговых поступлениях, и в занятости она существенна. Мы видим перед собой задачи по созданию условий для развития промышленности, создания преференциальных зон и режимов, как в городе Канаш, Новочебоксарск. Но опять же, наша задача как государства, как власти государства, создать условия. Глава отдельно отметил возрастающую роль туризма в экономике Чувашской Республики. Безусловно, мы должны создать и национальный туристический бренд Чувашской Республики. Создается институт развития бизнеса. Мы хотим и будем работать над тем, чтобы государство оказывало услуги максимально эффективно, быстро, доступно и удобно для каждого жителя Чувашской Республики. Я один из представителей инвесторов, которые пришли в эту республику. Я пришла сюда несколько лет назад, до того, как были созданы вот такие благоприятные условия, и они все время улучшаются. Я уже вашим коллегам сказала, мне очень нравится создание бизнес-инкубатора. Я там встретила очень многих своих контрагентов, людей, с кем я общалась по работе, и ездила в разные регионы и в разные районы Чебоксар для того, чтобы пообщаться со всеми. Сейчас они все сидят практически на одном этаже. Это очень удобно, невероятно удобно. Я хочу сказать, что республика развивается, республике однозначно создаются благоприятные условия для жителей, для возврата тех, кто, к сожалению, уже уехал, и для того, чтобы оставить нашу молодежь, помочь им получить правильное образование и найти работу на интересных инновационных предприятиях, о чем тоже нам сказал глава. То, что мне еще понравилось сейчас в этом послании, это то, что люди могут сидеть и рассказывать, как вокруг все плохо. А можно начать улучшать что-то там, где ты можешь, до чего ты можешь дотянуться руками. Будь то там твоя квартира, твой двор, твой город, твоя республика, твоя страна и вот что-то такое. Вот эта программа, она была очень практическая, правильная, понятная всем. Она была нам рассказана вот просто пошагово. И сейчас все должны это понять и понять, что вот этими маленькими шагами мы пытаемся сделать достижимой программу 2035, которая там программа развития республики, долгосрочная, правильная и которая однозначно будет нам всем в большую пользу.